Здесь встреча односельчан проходит необычно, традиционно. Уроженцы поднимаются на несколько метров к живописной возвышенности, где стоят руины мечети. Именно эти стены были центром объединения крымских татар до депортации. И сейчас жители с уважением относятся к культовому сооружению. Вот эту мечеть, а точнее только руины от нее, по праву можно назвать одной из самых древних в Бахчисарайском районе. Ее построили в 18 веке. Сейчас здесь только разваленные стены. И местные жители, регулярно собираясь здесь, делают все возможное, чтобы провести реконструкцию культового сооружения. Мемет Кемалединов часто приезжает в родное село Янджу, ныне Путиловка. Про родной край он знает все. Особенно часто вспоминает про местную мечеть. Именно здесь его дедушка проводил пятничный намаз. Естественно, мы ежегодно возвращаемся к этим нашим для нас святым местам, потому что знаем, здесь, на этой земле лежат кости наших предков, и этот зов предков нас зовет к себе. Хоть сам и не поэт, но любовь к родной земле побудила на творчество. Он написал стих о родном культовом сооружении и посвятил его подрастающему поколению. Эту старую мечеть построили наши предки. Собрав камни, возвели стены. Изменилось время, вернулись потомки. Та мечеть и камни надгробных плит сейчас в наших руках. Село находится буквально в чаше, окруженное горами и лесами. Где еще, как не в Крыму, увидеть такую красоту? Встречи проходят традиционно уже несколько десятков лет. Если хотим сохраниться как народ, конечно, встречи односельчан нужны. Спросите, почему, я вам скажу. С села начинается любая работа. Чтобы не забыть свой родной язык, традиции, культуру, нужны именно такие мероприятия. Пускай знают друг друга односельчане, пусть общаются между собой. Сейчас молодым вечно некогда. Такие встречи помогут нам объединиться и видеться чаще. Вспомнить своих родителей, родные места, свою культуру и обычаи. Именно за этим вот уже несколько десятков лет традиционно уроженцы собираются в селе Янджу. Обращаясь к народу, призываю не покидать Крым, не отказывайтесь от него, потому что наша Родина. Тот, кто оставит Родину-мать, никогда ничего не добьется. Помните это всегда. Это надо помнить. Так совпало, что сразу одновременно собираются уроженцы 4 сел. Традиция собираться вместе живет. Уроженцы верят, такие обычаи сохранят крымско-татарский народ. Лилия Виджат и Рамазан Аливапов, телеканал Милет.